Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В марте во время 15-го съезда женщин Якутии и Дальневосточного женского форума будет рассмотрен план мероприятий Года матери и конкретные задачи по поддержке семейных ценностей. Об этом сообщил глава Якутии Айсан Николаев в ходе прямого эфира «Прямой разговор» на телеканале «Россия-24». Как идет подготовка к съезду, наша гостья Альбина Черепанова, член Президиума Союза женских организаций Республики. Альбина Прокопьевна, здравствуйте. Добрый день. Женское движение в регионе начало свою деятельность в 1925 году. Как менялось сознание женщин за прошедшие годы? На самом деле, это начало официальной деятельности женской организации, когда был первый всеякутский съезд трудящихся женщин назначен. Да? Но на самом деле история гораздо раньше начинается, наверное, еще с середины XIX века. А вот с приездом в Якутию таких лидеров, как Синеглазова Вера, допустим, Раиса Цугеля-Мосова, то у нас уже в 1923 году была открыта школа, партийная школа, можно ее назвать современным языком, где были обучения женщин проходили. В будущем, когда были уже советы наследников, то там участвовали очень много женщин. Уже в 30-х годах их было 2000 человек. То есть огромный рост такой активности женщин в политической сфере. Вот столетие ЯССР, 97 лет женскому движению, это очень такие даты значимые. И, конечно, мы проводим 15-й съезд. Я бы хотела подчеркнуть вообще роль женщины, да, называя буквально их фамилии. Я думаю, что многие старшее поколение помнят этих людей. Но, конечно, это когда был Верховный Совет ЯССР первого созыва, это был 1938 год, тогда уже имя Нартаховой Марии уже было ярким. Потом Софья Сидорова. Кстати, у нас в женском движении есть такая высокая награда, ее вручает Айсан Сергеевич Николаев, как глава республики, знак Софьи Сидоровой. Это самые известные женщины, наши лидеры, получают такую награду. Вот она тоже как раз в те годы предвоенные очень большую вела роль значимую в Верховном Совете. Ну и, конечно, Александра Овчинникова, Евдокия Горохова, вот Юлия Николаевна Григорьева, это все имена у нас на слуху, и они для нас пример, как идеально чисто можно вести работу, хотя, говорят, дело политика очень грязно, на самом деле это все от людей зависит. И, конечно, такие лидеры для нас образец. Ну и вот второй съезд прошел в 50-м году прошлого века, и там уже был выбран первый председатель. Это была Дмитриева Татьяна Парфеньевна, и вот за все годы всего лишь 6 человек возглавили женское движение. То есть это, знаете, такая преемственность и такая, знаете, вот стабильность в этих людях. Ну, вот, Дмитриева была первым председателем, потом была Александра Корнилова, секретарь Курчатова, Валентина Кириллина, женское движение. Сейчас она почетный председатель. Ну, а в текущий прошлый съезд, 14-й, и текущая работа, это Анжелика Егоровна Андреева. А сколько сегодня женщин входят в общественные женские организации? Это союз организаций. И кроме того, включает еще и женщин, отдельно женщин-лидеров. Да? Потом у нас есть женсоветы на местах. Может быть, звучит как-то по-советски, да, женские советы, но они существуют, и сегодня даже они преобразуются в НКО. Да, сам союз у нас НКО, некоммерческая организация, поэтому участвуют в грантах, участвуют в различных проектных планах. Поэтому вот сказать, сколько женщин в женсоветах, это очень сложно, это же организации. У нас есть такие очень серьезные и ветеранские организации, да, ветеранов. Есть там комитет родителей, матерей солдатских и солдат и моряков, да. Есть матери России, подруги, союз многодетных семей, сельские хозяйства нашей организации. Это десятки организаций и сотни людей. А по каким направлениям работают женские организации? Вот если сделать такой обзор в России, в Якутии, оказывается, когда речь идет о бизнес, который ориентирован социальным направлением, да, то 90% это женские организации. Ну, потому что, понятно, семья, материнство, дети. А когда мы говорим о малом бизнесе, там всего лишь 35% участвуют женщин. Ну и у нас в Якутии так принято, что когда мы говорим о детстве,
материнстве, конечно, это женские организации. И когда вот мы очень благодарны нашему главе республики Александру Николаевичу Николаеву, когда он объявил год 2022 годом матери. Это так и неожиданно, и долгожданно. Ни один субъект таких решений не принимает, как наш. И поэтому к этому очень мы теперь готовимся. На нашем съезде будет выработано очень много новых позиций, предложений. Хотя уже были встречи с главой. Вот буквально 2 недели назад. Дети столетия, да, получают хорошую сумму, 100 тысяч рублей, которые родились в 2022 году. И, конечно, предложений очень много. Это касается и образования, культуры, экологии. Поэтому женщины в этом плане очень свободны в своих высказываниях и предложениях. Я думаю, что год матери Можете будет... вот поподробнее рассказать о предложениях? О предложениях, ну вот, например, «Матери России», да, у нас это возглавляет Парская Петровна Борисова. Вот у нее прямо конкретные вот изложенные предложения, она их везде опубликовала, об этом сказала и на встрече с главой тоже сказала. Во-первых, она значит, считает, что вообще оплот семьи женщина должна быть, во-первых, здоровой. Поэтому вот у нас есть специальные учреждения медицинские, «Белая роза», да, открыто и в Нерюнге, и в Якутске. У нее предложение открыть в Мирном, например, да, чтобы женское здоровье было отличным, во-первых. Да. Во-вторых, грудное вскармливание очень важно для детей, особенно северных детей. Да. Потом, значит, образовательные процессы. Были предложения такие, что вот не все же получают земельные наделы, допустим, земельные участки, потому что очереди большие. Было предложение, а может, давайте компенсацию денежную внесем вместо земли, коль есть сейчас отсутствие возможностей. Да? Вот, и это прямо конкретное предложение. Кроме того, от любимой дочери до любящей мамы вот такой проект есть, да, что девочка сейчас, а через лет 10 будет мамой. Надо, чтобы она к этому была готова. Потом есть проекты, чтобы вот давайте сертификат такой выдаем молодой семье, для того, чтобы они вот в самом начале своей жизни могли пройти обследование, допустим, да, чтобы планирование было в семье, а не просто как случайные, там, допустим, какие-то периоды жизни. Поэтому это очень, хотя так очень я их называю быстро и без особого акцента, на самом деле каждый проект очень хорошо проработан нашими женщинами. Я думаю, вот на нашем съезде, там же у нас будет 13 секций, такие как женщины Арктики, например, да. И, конечно, будет много предложений там доработано в проект проведения этого года матери. Мне очень приятно было слышать от уст главы такую фразу: «Год матери будет сопровожден 2 важными событиями. Это съезд женщин и форум матерей. В декабре планируется форум матерей». Это очень тоже важное мероприятие. Поэтому начинается со съезда, заканчивается форумом. Как проходит популяризация и продвижение программы «За чистый дом, чистую страну, чистую планету»? Вы знаете, эта программа, она предложена в свое время, в 2013 году, Союзом женщин России. Мы являемся как бы структурным подразделением этого союза. Вот я помню, когда мы были студентами, у нас был профессор Толстихин Октавий Несторович, да, он говорил «экология человека». Это было 70-е годы, и мы думали, что такое экология человека? Тогда как-то об этом меньше всего говорили. Теперь мы понимаем, есть экология чисто вот биологическая, а есть экология вот нравственная, культурная. И я думаю, что когда мы говорим за чистый дом, чистую страну, чистую планету, то мы имеем в виду не только вот ресурсы, чтобы, допустим, там беречь, сохранять, а для нас в Якутии это очень важно, потому что природа ранимая. И поэтому этому внимание большое уделяется. У нас будет даже секция отдельно на нашем съезде, экологическая секция. Но нравственное воспитание, оно тоже немаловажное. И секция тоже будет о культуре, об образовании, в этом плане тоже работать. И это не единственный проект, который у нас проходит в республике, Союз женщин России. Они, кстати, будут представители на нашем съезде, приедут из Москвы. И, конечно, с ними связь очень тесная, рабочая, постоянная. И
взаимодействие большое. А какие еще всероссийские проекты получили широкое распространение в Якутии? Но самое главное, конечно, это национальные проекты. Они касаются всех отраслей. Это как бы проектное управление субъектом. И наши секции так и настроены по этим проектам. Наши участники не то, что прямо реально их исполняют. Наш Союз женской организации, он их контролирует исполнение, а исполняет это наше министерство. А проекты следующие, это значит здравоохранение, образование, экология, о чем я говорила, да, предпринимательство женское. Ведь вы понимаете, это тоже очень важный вопрос. Как женщина вообще себя в обществе чувствует, насколько она задействована в деятельности, в экономике республики. Будут такие же секции, как, например, сельское хозяйство, вот арктическая, я вам сказала, тематика будет очень важна. И 13 секций их ведут очень известные наши лидеры. Самая первая секция – это женский бизнес, как раз предпринимательство, ведет Балабкина Ольга Валерьевна. С ней будут рядом находиться гости из Москвы, которые представляют общественный контроль в Москве, Легасова Инга. Ну и наши, конечно, представители торгово-промышленной палаты будет Богословская Марина Олеговна, ну и другие наши представители. А как Союз поддерживает женское предпринимательство? Ну, во-первых, сами женщины, предприниматели, являются членами Союза. Да. Вот я назову главу Камелька Григорьева Ольга Григорьевна. Она лидер предпринимательства и является членом молодежного крыла нашего Союза женской организации. А вот самое важное, кстати, была поддержка. Это пандемийные наши прошедших 2 года. Люди не знали вообще, как работать, как бороться с этой ситуацией, когда все было закрыто, полный локдаун, да? То мы проводили в то время онлайн-семинары для женщин, для мамы, предпринимательницы, чтобы можно было удаленно работу свою продолжать. И в этой работе участвовали мама-предприниматель не только наши якутяне, да, это же был онлайн, это, может, даже впервые, это 2020 год, впервые такая система сработала. Были наши гости из Сербии, из Москвы, из других, допустим, там стран. Поэтому это очень важно, когда женщины друг друга поддерживают. И наша цель съезда – объединить всех женщин для того, чтобы вот вперед идти, помогать нашему сообществу, нашему обществу Якутии продвигаться. Альбина Прокопьевна, спасибо за интересную беседу. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.